Приветствую, друзья! Программа «Просто вкусно», канал Якутия-24, с вами Петр Цепандин. К нам сегодня в гости пришла Татьяна Степанова. Все наверняка уже видели фильм, недавно вышел фильм Степана Бурнашова и Дмитрия Давыдова «Эд». Так вот, Татьяна исполнила в этом фильме одну из ключевых ролей. Таня, привет и спасибо, что пришла к нам сегодня в нашу студию, в нашу передачу. И так как у нас все-таки кулинарный проект, с чем ты к нам сегодня пришла, что будешь готовить? Привет. Я, конечно, не очень небольшой любитель готовить, но сегодня я решила, так как передача звучит просто и вкусно, приготовить очень простое блюдо, но оно очень сытное. Но очень вкусное. Вкусное и сытное. Что Это это? паста карбонара. Клево. Итальянская. Да. Да, а почему выбор пал именно на это блюдо? Ну, выбор пал на это блюдо, потому что это блюдо, которое очень хорошо готовит моя дочка. И я сама очень люблю потреблять эту пасту, поэтому я решила, почему бы и нет. Почему бы и нет, да. Ну хорошо, давай, с чего надо приступать? С чего надо? Так, сначала нужно, конечно, сварить макароны. Да, ну... Да. Поставить воду. Да, поставить воду, Да. пусть она тогда закипает. Да, и, в принципе, мы можем пока сильно не торопиться обжаривать ветчину. Пусть сначала вода вскипит, мы можем пока... Да, и пока поговорить. Да, Да. поговорить. Хорошо, я знаю, что ты работаешь в сфере статистики, экономист, кандидат экономических наук, между прочим, первый кандидат науки в республике по специальности статистика. Что произошло? Как ты оказалась в кино? Ну, в кино вообще я такой человек, который считает, что в жизни все происходит не просто так. Все происходит в самое такое нужное время, и человек к этому идет на самом деле какое-то долгое время, да, получается? Ну, то есть, хочешь сказать, что мысли, желания, они материальны? Да. И, в принципе, я вот не прямо экономист в жизни, в работе и так далее, да. Это присутствует, но я параллельно очень творческий человек. И я люблю все новое, я люблю развиваться в различных направлениях, да. Ну и с творчеством, в принципе, я знакома давно. Я знаю, что ты танцевала в Да. Национальном театре танца РЛ. В студенческие годы я танцевала в Народном театре танца РЛ. Солисткой Да, была. была там солисткой. Это было в 90-е годы. Это был такой очень творческий период. Но сами знаете, 90-е годы лихие, серые, страшные, да. А этот период у меня ассоциируется именно с РЛом, да. Мы занимались 4 раза в неделю. Жестко. Мы ставили спектакли. Наш учитель, наставник Сима Петровна Толстякова, уже в те годы она обратила внимание на наш исторический национальный эпос Олонхо, и она ставила вообще прекрасные спектакли танцевальные. Не просто танцы, а не именно просто это, танцы, спектакли, мы там некое исполняли... художественное действие. Да, и мы там исполняли роли. И вот она мне тогда доверила роль вообще удаганки Айгыр. Был такой спектакль «Олмар и Айгыр». Это сестры удаганки. Был очень большой спектакль из 4 частей, полноценный спектакль. И весь наш молодежный театр танца, вот мы как актеры участвовали в этом спектакле. То есть мы все были непрофессиональными артистами, танцорами, но, несмотря на это, спектакль имел колоссальный Путем проб и успех. ошибок и жесткими тренировками, получается. Да, Ну и Сима Петровна, да, она вообще Сима же... Петровна, да. И там вот именно вот входишь в роль, в некий даже транс, можно сказать, да. И вот это вообще помогает по жизни, на самом деле. То есть это не просто танцы, не просто ты стоишь там у станка, занимаешься или просто выходишь танцевать, да. Это вот целый был творческий процесс. Ну то есть передача именно характера, передача духа, Конечно, да, получается, конечно, да. конечно. Я почему знаю об этом, да, потому что у меня однокурсники тоже этим занимались. Гошка Романов, да, говорит, мальчиков, кажется, не хватало. Говорит, давай, ты можешь, танцуй. Ну, я походил пару раз, и все, я как подумал, что это не мое. Ну, не суть, сейчас разговор о тебе. Как все-таки, да, ты говоришь, что ты творческий человек, значит, как сейчас модно говорить, скорее всего, визуализировала, да, чтобы рано или поздно оказаться в кино. Ну, возможно. Это же первый же, да, первый же опыт это. Конечно, первый. Я конкретно не визуализировала, да, там участие в кино, это вообще об этом не думала. Просто вот так сложились звезды, наверное, да, и случайно и не случайно я попала в этот замечательный Можешь фильм. рассказать, как это произошло? Это произошло очень интересно на самом деле.
Так. Очень интересно. Это было в мае, когда вот поступило ко мне предложение. Накануне я исправила свой юбилей. Я была, в этот период был такой период у меня потока вообще, когда вот все складывалось по звездам, да, так, как должно было быть. Это был очень прекрасный праздник, прекрасные гости. И у меня вся квартира была завалена цветами там, и так далее, да. И буквально Эйфория, я такой вышла за настрой. продуктами. Это вот из серии «Вышла за продуктами», получила роль в кино, да. Очуметь. Да. Так. Я вышла за продуктами, нужно было что-то дома приготовить. Иду обратно и у подъезда встречаю нашу Галину, продюсера. Так. Но я не знала тогда, кто она такая. Стоит женщина и спрашивает у меня: вы в этом доме живете? Я говорю: да, в этом доме живу. И она представляется, я вот, говорит, продюсер Степана Бурнашова. Мы снимаем новый фильм, новый проект у нас. Собираемся, да. Да. И мы, говорит, ищем квартиру в вашем доме. Говорит, нам нужна нестандартная квартира, которая отличается, ну, вот, от якутских квартир, да, там, стандартных, чтобы люди не узнали, что это в Якутске снимается. Я говорю: ну да, в принципе, говорю, давайте пойдемте. Говорю: а вам какая квартира нужна? Она говорит: трехкомнатная нужна. Ну, я говорю: ну, у меня, в принципе, говорю, трехкомнатная, можете примерно зайти, посмотреть, как там внутри, да, планировку и прочее. Вот мы зашли, Галина посмотрела и говорит: ну, если что, свяжемся. Ладно, потом через некоторое время она написала, что все-таки моя квартира не подходит, потому что им нужна квартира с кабинетом. Ну, ладно, не подходит, не подходит. Вот. И через несколько дней я отдыхала с подругами на природе, и поступает звонок от Галины. И она говорит: вот, Татьяна, говорит, в нашем фильме есть для вас подходящая роль. Не хотите попробовать? Ничего себе. Это такое бывает? Да, и я такая сразу думаю, это шанс. То есть, когда человеку дается шанс, его надо всегда использовать, чтобы потом не жалеть, что ты не попробовал там, да, и так далее. Я думаю, когда мне еще предложат в этой жизни сняться в кино? Тем более у именитого режиссера, которого я обожаю, да? Который на слуху, да. Я, конечно, говорю, конечно, попробую. Она говорит: можете сейчас приехать? Ну, к сожалению, говорю, прямо сейчас не могу, я за городом. Кастинг, да. Ну, она не говорит кастинг, она сказала на встречу с режиссером. Ну, я и поехала на встречу с режиссером, а это, кажется, был кастинг, да? Приехала, мы очень душевно поговорили. Степан рассказал сюжет истории. Ну, рассказал вообще в целом структуру картины, что она будет состоять из 6 историй городских, да. Спросила, смотрела ли я «Ит». Я к тому времени, оказывается, даже не знала, что у него есть фильм «Ит», к своему стыду, да. Вот, там вот деревенские истории. Я потом, конечно, в тот же вечер просмотрела. Вот, и он сказал, что такая же история, только вот городские истории будут сниматься сейчас, как продолжение, да, с Дмитрием Давыдовым. Вот 3 истории Степана, 3 истории Дмитрия. И вот, и он рассказал сюжет истории, в которой я буду сниматься. Ну, сам знаешь, история очень непростая, да? Ну, да. Очень непростая. Вот. Небольшая ремарка для наших телезрителей. Я тоже снимался месяц. В той же истории. В той же истории, да. Да. Вот. И там было очень много совпадений. Мне даже стало дурно в какой-то момент, потому что, вот говорят, вот женщина, мама, да, 2 детей, дочка, и по первому сценарию там должен был быть мальчик же младший. Да. Вот. И даже возрасты, да, дочке там 26, сыну именно вот 18 исполняется. А у меня буквально вот у сына на днях был день рождения, 18 исполнилось, дочке 25. У меня вот такие думаешь, прямо мурашки пошли, как будто да? с тебя списали. Да, как будто с меня списали. Потом вот болезнь мамы, да, такой болезнью у меня умер родной брат младший. Да. И столько совпадений, мне прямо дурно стало. Я потом даже в шутку спрашиваю Степана, а я говорю: а с вашими актерами, которые снимались в фильме, все нормально, да? Вот, Не бывает такого, что вот там снимались. произошло, да? И он засмеялся, говорит: конечно, все хорошо, говорит, у них, да, они все успешные и так далее. Вот. И Степан сразу почему-то меня утвердил, сразу же, вообще без колебаний. И вот так вот я оказалась в этом фильме. Итак, вода наша закипает Нам потихоньку. нужна соль, наверное.
Да, сейчас нам надо Да, сейчас нам надо приготовить пасту. спагетти. Да, Ага, пасту. Чуть-чуть посолим. Подсоленную воду. Мне кажется, еще масло надо. Или как? Давайте положим масло чуть-чуть. Чуть-чуть, да? Оливковое. Ну, чтобы итальянцы так делают, чтобы паста не слипалась. Ложим немножко. Ну, половины хватит. Обязательно твердых сортов. Да? Ну, конечно, в домашних условиях не всегда так получается. Мгм. Так, и засекаем время. Да. Как ты любишь готовить? Ну, примерно минут 7. Да, ну итальянцы же Да. любят аль денте. Да, Обязательно, чтобы сильно. на зубах там тышк Да. делало. Считается, что это желудка должно. Ну, у них пасты, конечно, супер вкусные. Вот в 2013 году я ездила как раз в Италию тоже с подругой. Мгм. Но кухня очень вкусная, конечно. Да, одна из итальянцев. любимых моих тоже. Да. А ты вообще к какой кухне неравнодушна, ну вот кроме итальянской? Что ты любишь кушать вообще? Я люблю грузинскую кухню. Ну, конечно, нашу национальную в первую очередь. Да, ну да. Куда То мы без есть нашего я мяса, да, рыбы? небольшой такой прямо знаток кухонь, Ага. конечно. Ага. Но из восточной кухни я корейскую больше. Ага. А есть любимое блюдо? Любимое блюдо — это мамино блюдо, домашнее. То, что мама приготовила? Да, что мама у меня такой большой экспериментатор. Она очень любит Тарбахова. И по его рецептам готовит Да. разные вкусные блюда. Да, к сожалению, сегодня Семена нету с нами, да, но он в командировке, но ничего страшного. Я думаю, мы с тобой вместе справимся. Таня, ну давай, возвращаясь к фильму, да, вот про свой опыт скажу. Когда меня позвали на фильм, да, я, как и ты, ни секунды не раздумывал, сказал, да, я, как отличник, сразу согласился, но у меня был какой-то опыт. Я снимался, ну как, у меня своя передача, я снимался до этого в телевизионном сериале, но для меня это было все равно очень тяжело, да. Как было в твоем случае? Я сначала очень волновалась, да. Мгм. Ну, как человек ответственный, Хотя и согласилась сразу. согласилась сразу, Но. да. Но перед съемками я очень волновалась, потому что опыта, как ты говоришь, не было. Мгм. Думаю, как это будет происходить, как я вообще справлюсь ли я с этим и так Что далее. это да? вообще такое, Что да? это вообще такое, да? Ну. Но, наверное, мне помогло то, что, кстати, все-таки в нашей квартире были съемки. Ага. Истории соседка. Ага. Все-таки сказали, квартира подходит, но, видимо, не какой-то, для да. той истории, а Да-да-да, для другой. другую Ага. подобрали, да? То есть ты подсмотрела, Да, как и все. вот 3 дня, по сути, мы вот предоставили полностью команде квартиру, и утром я вот уходила на работу, вечером поздно приходила домой. Они еще И продолжали они работать, допоздна продолжали работать, и я видела вот этот весь процесс, Мгм. да, как это происходит, как снимают, эти дубли бесконечные, да, Да, ожидание подготовка к команды, да, техническая слово подготовка. «стоп», да. Да-да-да. вот это вот все. Мотор. Очень интересно было Ага. это вообще смотреть, и как-то, наверное, благодаря этому, наверное, больше подготовилась. М. И уже как-то вот узнала команду поближе, да, потому что это вот мощная команда, это была большая-большая семья, да, вот как-то очень дружные, друг друга поддерживающие, понимающие друг друга с полуслова, да, как-то вот. И поэтому страх куда-то исчез вообще. Волнение тоже исчезло. Мгм. И в день съемок я вообще не волновалась. Я сама себе поразилась, вообще ни капельки не волновалась. Как будто все, ситуация отпустила, Да, вышла и сыграла. это было очень интересно. Ага. А и- вживлением в роль, то есть характер передать и все прочее, кто тебе больше всего помогал? Ну, конечно, кроме Степана. Ну, конечно, в первую очередь это Степан, да. Да. Степан, вот прямо бывают же такие люди, с которыми ты находишь общий язык сразу. Ну, вот какой-то такой Но даже ментальный... это, Зато даже вот через молчание ты понимаешь человека, что он хочет донести. Мгм. Вот его взгляд, он же немногословный по идее, да? Ну да. Но Что-то вопрос задашь, он такой Да, думается. И да. думаешь, блин, и ну вот что он хочет сказать? вроде Так, бы он, да. да, и вот то, что он мне говорил, да, А. и вот его взгляд, как-то вот я понимала, что он от меня хочет, да. Ага. И девочки мои, вот мои дочери очень помогли, которые с нами играли, да. И вот и старшая моя дочка, да, и младшая дочка. По фильму? По фильму, Да-да. да. Особенно вот с младшей дочкой было вот у нее в жизни тоже, оказывается, тоже непростые отношения с мамой тоже были в свое время, да. Ну, у всех родителей же вот проблема отцов детей всегда же присутствует, Ну, да. Так или Да. иначе мы все равно сталкиваемся Поэтому с этим. я Это поняла, жизнь, да, к что сожалению.
в этом фильме и в историях даже люди получали роли не зря, не просто так. М. То есть очень много соприкосновений из реальных жизней людей. Ну, какие-то вот Да, такие и моменты, какие-то вот- которые думаешь, Да. вот так, да? Да. Да-да. И какие-то вещи мы вот именно обыгрывали в этом фильме. Мы даже проходили какие-то определенные уроки жизни в этом фильме через свои роли. М. Это мое мнение, да. И я, например, от этой роли, ну, от игры в этом фильме получила для себя очень многое. Мгм. А что для тебя было самым, ну, неожиданным или что-то такое удивительное, что для тебя что? Ну, потому что же первый раз это, да. Ну, конечно, удивительным был сам процесс съемок, Мгм. да. Вот как я помню, как я в первый день пришла в свою квартиру вечером. Мгм. Лето, жара, и я выхожу из лифта. У нас на площадке 4 квартиры. И вот так вот обувь стоит, куча обуви, тык-тык-тык-тык-тык в коридоре и в прихожке, тык-тык полностью. И у меня в квартире было где-то человек 30, наверное. Да. Мгм. И столько оборудования, всего, там у всех свои определенные функции, вообще четко слаженно, как-то вот, ну, это было для меня очень удивительно, Мгм. интересно. А как ты считаешь, вот в роль, насколько ты передала? Вот все равно же очень Ну, тяжелая роль, психологически именно. Себя судить, конечно, сложно, да? Мгм. Себя судить сложно, свою игру. Ну, очень надеюсь, что справилась. Мгм. Потому что, я же говорю, вот э, было много совпадений из моей реальной жизни. И то есть ты как бы Да. ты вживую Да, по-настоящему переживала да, какие-то такие да, моменты. да. Потому что же, ну, не понаслышке мы знаем систему Станиславского, да, который говорил «не верю», да, чтобы именно для того, чтобы передать тот или иной характер, то или иное действие, что ты хочешь показать через камеру телезрителям, ты должен пережить этот момент, Мгм, да. мгм. Ну вот Мгм. в твоем случае, то есть, ну, я не знаю, это хорошо или плохо, но вот те моменты, которые соприкосновения, те параллели, которые у Мгм. тебя были, ну, скорее всего, помогли, Да, получается, да. да, помогли. Хорошо, опять же о фильме, да. Ты вообще сама какие фильмы любишь смотреть? Я люблю смотреть фильмы биографические в основном. Да, Исторические, получается, исторические, основанные на реальных историях. да? Мгм. Ну, больше вот как-то меня такие фильмы больше мотивируют, да. И такие философские фильмы люблю. Психологического плана такого и так далее. Которые, ну, после фильма Которые, обязательно да, нужно которые, задуматься. да, Какой-то которые вывод свой заставляют сделать. думать. А любимый фильм какой? Любимые фильмы. Ну, или любимые, да. Ну, их у меня не так много, наверное, да. Мгм. Хотя вот часто же многие фильмы нравятся, но прямо выделить какой-то прямо фильм, который мне вот прямо мой, я, наверное, не скажу. М. Выделить прямо один только фильм. Мгм. Ну, какой-то фильм «Шок», или который наибольшее впечатление произвел на тебя. Но это такой не совсем исторический тогда и фильм. Это вот, например, вот из ряда вот «Пианист» смотрел, да? Да, да, Ага, конечно. про еврея. По-моему, Поланский, да? Да. Да. Вот типа такие фильмы мне нравятся. М. Так, а между тем, по-моему, наша паста уже это. Да я предлагаю взять тебе вооружиться вилочкой, попробовать. Ну, или... Нет, мне кажется, уже, наверное, достаточно будет. Да, потому Можно что даже же не пробовать, можно ее уже, уже хорош, да? да, сливать. Все, тогда мы отключаем. Это мы перекладываем. Аккуратно, давай я. Вот так. И займемся уже начинкой. Нет, а нам нужно это Нам нужно, да, его промыть, слить. вытаскивать? Да, Да, вытаскивать. давай вытащим. Так, я в это время пока порежу. Да, я чуть-чуть огонь сбавлю, потому что у нас чеснок начал уже чуть-чуть. Ну, для золотистой он же должен все равно Да. чуть-чуть прожариться, правильно? Да, да, да. Аромат пошел клевый. Слушай, а если тебе еще предложат в кино сняться? Я, конечно, соглашусь. Даже не буду раздумывать. Да? На любую роль? Конечно. На любую роль. На любую роль? Да, Да? я люблю экспериментировать. А не возникло желание подучиться на актерское? Ну, и почему прочее? бы и нет, Может быть, конечно. вообще поменять направление деятельности? Ну, Ты же- вообще поменять, наверное, нет. Пока еще нет, да? Да. Ага. Но, Как говорится, ну чем черт не шутит, да? да. Учиться я люблю всему новому. Новые навыки, это вообще классно. Поэтому почему бы и нет. Так, я в это время пока сделаю
сливки. Нам нужно. Так, это нам Два нужно все желтка. вот так, чтобы поджарилось, да? Таня, ты в визитку указала, что ты являешься еще и кормологом. Ну, то есть твое увлечение такое. Или это что для тебя? Это, ну, можно сказать, увлечение, но это моя духовная практика. Мгм. Я, помимо своей профессиональной деятельности, ну, любой человек любит развиваться же, да? Ну, саморазвитие, самопознание, да, процесс всегда всю жизнь происходит. И, по идее, вот я с молодости интересуюсь духовными практиками, духовным развитием. И вот это вот моя деятельность, помимо своей профессиональной деятельности, Мгм. именно в плане духовного развития, духовной практики. То есть это не совсем хобби, можно назвать, наверное, да? То есть практически уже образ жизни, да? Да, да. Ну, я для себя знаю, что карма это где-то из индийской культуры, по-моему, к нам пришло, диагностика кармы и все прочее. Ну, то есть это же, как ты себя позиционируешь, что ты делаешь, этот вот твой и есть результат. Я прав? Ну да, в принципе, прав. Мгм. Ну, на самом деле, Что вообще, это, конечно, что за учение этого? да. Люди многие боятся слова карма, да? Ну, потому что часто типа, говорят, это да, карма, это да, его да. карма. Да потому что у нас как бы больше в отрицательном ключе Да, это да, да, используется. потому Да. что вот как Что-то раз- плохое произошло, говорят, а это его карма. Да. Да. А что это? На самом деле это образ жизни, это образ мышления, да? Это некая такая философия жизни, то есть то, что в жизни с нами происходит, это результат наших мыслей, нашего же поведения самого, да? Ага, нашего отношения к людям. То есть во всех религиях, во всех вот таких учениях есть же, да, заповеди основные, да, Ну да. которые человек не должен нарушать. То Ну, есть они- чем качественнее, чем добрее мы живем в благодарности, в любви, то, соответственно, мы от жизни, от Вселенной получаем то же самое. Мгм. Ну, то есть, что мы отдали, это... Да, Ну, и то как есть- физик могу сказать, это закон сохранения энергии. Но Что отдали, то и получили. это причинно-следственная связь. Ага. Причина – это мы сами. Следствие – то, что мы получаем. То От есть того, все как- хорошее, все Да. плохое, что с нами происходит, Да, это это- и есть наш Да, результат. Да, да, да. А вот так, да? Это мы именно учим. Да. А вообще это что это? Это наука, учение, это Значит, какие-то, я- может быть, какие-то связи там присутствуют. Немножко расскажи, как я пожалуйста. пришла к кармологии, да? Ну, Я пришла в кармологию благодаря Елене Кондаковой. Это наш учитель, это наш наставник. У нее есть прекрасный метод, который называется «вне матрицы». мгм. То есть именно это не конкретная наука, да, в принципе, подходов по изучению кармологии много, они все похожи, да, но мне лично вот очень близка именно методика Лены Кондаковой. Мгм. Ее подходы. И я же статистик, я люблю работать с числами. Мгм. То есть можно рассчитать любую матрицу человека. А что такое матрица Исходя человека? из матрицы человека, рассчитывается, исходя из даты рождения. А это дата рождения, это же Дата цифры, это рождения. же нумерология. Да, основа Основа нумерологии. кармологии тоже нумерология. Да. А, да? Ну, то есть, можно сказать, что если мы родились, нас же не спрашивали, когда рождаться. Ну, то есть, когда рожать. Мы родились какой-то год, какой-то месяц, какое-то число, все это там соединяется. какое-то там Родители число. нарекли тебя, например, да. Петром. Да, но если туда включить еще и астрологию под какими-то звездами, когда какая-то планета была активна, то есть можно сказать, что наше будущее практически предопределено. Или Ну, как? можно так сказать, потому что, вот смотрите, душа человека, она живет не в первый же раз, да, получается? Да, кстати, да. Значит, у Вот нас, кармология у нас именно об немножко этом говорит. подгорело уже. А, да? Может, мы пока вот это выключим, да? Давай. Ага. Мне кажется, ну И чеснок, вот это золотистый. нам нужно уже этот спагетти наши. Спагетти наши нам. Да. А. Нам принесли наши спагетти. Может быть, пока этот поменяем тогда местами? Обратно. Да. Да, обратно, давай, поменяем. Так. Не в кадре Рокировочки, это было. рокировочки, как у нас в шахматах. И нам нужно переложить наши спагетти вот сюда, да? Да. Хорошо. Все, Так, я пока все, ну, можно, да, наверное, все. все, ну все спагетти. Так, Так, натираем сыр.
Это мы убираем. Пока не надо включать. Пока не надо наверное. включать, ну пусть пока полежит, да? Слушай, опять же, кармология, да? Ну вот успех якутского кино, это же все равно же получается, если с точки зрения то, чем ты занимаешься, ну, назвать чем-то кармическим. Рано или поздно должно было это случиться. Да, ты, наверное, прав, потому что, вот смотрите, да, есть карма человека. Мгм. То есть это карма вот отдельной души человека, да. Я уже говорила, Личная, что личная, да? душа наша не в первый раз живет в этой жизни. Ну, конечно, есть люди, у которых душа впервые живет на этой земле. Такие люди есть, Да? кстати. Очень интересно, да. И А в эту землю человек... Это можно узнать? Это как-то? можно узнать. Да? Мгм. Прямо в матрице видно. Ага. Так. И по поведениям людей это тоже видно. Типа Они- молодая душа, да? Молодая душа. А бывает же, говорят, не по годам мудрый, это вот... то Это есть- вот, да, допустим, а. бывают же дети такие прямо супер мудрые, да? Ну да, как будто бы. это, по-якутски говорят, олус бачумна голове Да, могла да, да. садить, да, ну, Давай включим этот. давай включим. Насколько? Ну, наверное, не сильно, Не сильно, да? не сильно, да. Ну, хорошо. Значит, сюда мы добавляем сливки. Сливки, Сливки с Яйцо двумя разбила? желтками и яйца, да? только желтки. Только желтки, да. Заливаем. Можно сюда немножко водичку налить, потому что оно густеет. Чуть-чуть, Ну да, сливки же, они Да. схватятся. да. Ты мне скажи, стоп. Сколько? Прямо сюда? Чуть-чуть совсем. Все. Вот так. Это где-то минуты 3. Пусть пока вот так Потомиться. потомится. Ну, вот сначала чуть-чуть добавим, и потом, когда начнет, мы... И добавим сюда тертый сыр сверху. Часть сыра оставим, чтобы потом на блюдо наверх тоже, да, сверху Мгм. выложить. Это должно Когда уже будем- растопиться, да? Это чуть-чуть должно растопиться, да. Мгм. Мгм. Ну, вам, по-моему, побольше. Практически блюдо уже готово. Сейчас Мгм. оно должно где-то минуты 3 потомиться, пока сыр не растает. Мешать пока не надо. Мешать пока не надо. Ну, или вообще не Ну, надо. чуть-чуть можно... Нет, мешать будем, Мгм. но пусть пока там топится. Какой вкусный сыр. Итак, опять же, вот есть карма личная, да? Да. Так, дальше. Есть карма родовая, допустим. То есть человек приходит в свой род тоже не просто так. Опять же, я вспомнил Вот это смотри, родовое душа, проклятие. душа человека приходит решать задачи, Мгм. которые он не смог решить в прошлой жизни. Поэтому для решения этих задач он выбирает определенных родителей, он выбирает определенный род. Душа человека. До Ну, прихода на землю. то есть она вселяется И новорожденного вот ребенка. помимо, получается, кармы самого человека, есть карма рода, есть карма целого народа, например, народа Саха, да? Есть карма страны, например, России. Вот. Мгм. Поэтому ты совершенно прав. И вот мы, якуты, наша Якутия, да, вот очень близка же к природе, Да, к своим корням, да. ну, То есть мы очень естественные, мы очень натуральные, мы человечные, да? Мы глубоко думающие, да? Вот как наш Степа Бурнашов, да? И, естественно, у Стёпе, таких привет. людей, вот, соответственно, такие глубокие, искренние фильмы, которые затрагивают души других людей. Они очень сильные, Мгм. да? А бывают же фильмы, То да, есть истории, рассказанные устами именно этого человека, они имеют место, ну, вот не такое, только чтобы, устами, да, а действием. Это же действием, его да. дело, это результат его вот именно внутренних, душевных каких-то вот переживаний, замыслов, идей и так далее. Это вот вообще... Поэтому наше кино стреляет, оно мощное, Мгм. оно затрагивает души Ну, людей то есть напрямую. именно если с точки зрения твоего учения, то, собственно, и Конечно. в этом и есть успех, получается. Конечно. Ну да, здорово, здорово, здорово. Что посеешь, то и пожнешь, называется. Ну да. Так, дальше. Так, ну, в принципе, практически оно уже готово. Мы можем Ну, чуть-чуть, да. чуть-чуть его... Чуть-чуть, наверное, помешать, да? Да. Слушай, может быть, вопрос не сильно касаемо тебя, да, но мне кажется, как человек, уже близкий к кино, вот предыдущий фильм Степана Айта, наверняка смотрела, Да, да? смотрела. Да. Как ты относишься к тому, что Наверное, ну, вот можно выключать пока. это выключить? Да, Да. Или вообще убрать вот так? да. Мы его как-то будем сервировать или нет? Или прямо сковородки кушать, да? Нет, Можно, да. можно? Можно из сковородки, но, ну все, мы
Я не знаю. Во время съемок я не Поэтому такой я кушали, спрашиваю, говорит, если сервировать, нет, то- если сервировать-то будем, ага, Ага. наверняка. Просто Пусть, не- пусть тогда чуть-чуть. Не остынет оно? Ну ладно, давай поговорим. Да, давай еще чуть-чуть поговорим, она, мне кажется, должна подойти. Как ты относишься к тому, что, ну вот, запрет некий наложили на Айт? Ну, это на самом деле, ну, для меня даже, может быть, ну, несерьезно на самом деле, да. Я смотрела фильм «Айта», вот как только он вышел, я еще тогда не была знакома со Степаном. И даже не подразумевала, что я у него буду сниматься. Я пошла туда с сыном, 11-классником. Фильм мне очень понравился. На самом деле, совершенно там, я не знаю, откуда там узрели там вопросы национализма и Разжигание прочее, национальной розни, да. разжигание. Ну, так, Там совершенно наоборот. ну. Да, то есть такое ощущение, что люди не смотрели просто этот фильм, да, которые вынесли такое Или посмотрели решение. только начало. Или И сделали, посмотрели или только и сделали начало. быстрые поспешные Да, выводы. потому что совершенно фильм об обратном, фильм очень поучительный на самом деле, да, то есть показывает, чего не надо делать, Никогда не стоит рубить сгоряча. конечно, Да, с плеча. да, Ну, как это же поэтому вообще? я, конечно, не согласна. Не за с таким. самосуд и все прочее. Тем более по национальному Да. признаку, да. Да, ну что, наступает самое любимое время моей передачи. Это, собственно, сервировка и пробование. Давай. Ну, конечно, я сильно не умею сервировать макароны, но может это у тебя лучше получится. Не-не, я думаю, что ты отлично справишься. Пасту Хочется и... захватить ветчину, конечно, да? Чуть-чуть положи, пожалуйста, мне. Так, давай захватим сюда ветчины, чтобы покрасивее было. Мгм. Да, давай вот туда положим. Камера Нет, снимут. сверху сыр еще немножко и зелень. А, можно подсыпать, да? Да, да. А, ну давай. И до конца уже тогда. Да. Слушай, ну и пока ты делаешь, да, ты занимаешься же вот статистикой и в том числе оценкой качества жизни населения. Но я не совсем сейчас занимаюсь в конкретном виде статистикой. Так. Я работаю в Центре стратегических исследований при главе республики. Возглавляю отдел исследований качества жизни населения. Вот качество жизни, да. Да, ну наш центр вообще занимается различными исследованиями, да, аналитическими работами, которые, ну, как бы характеризуют вообще в целом развитие республики, стратегию республики. Мы делаем прогнозы, например, наш отдел в частности делает демографические прогнозы. Мы спрогнозировали как раз-таки, мы же достигли миллионного населения. Мы прогнозировали, что до 2024 года мы достигнем миллион. Мы его достигли, да. Вот. То есть мы стали жить лучше или как? На самом деле Сами того не зная. мы обычные обыватели не стали знаем. жить лучше на самом деле, да, Мгм. в целом. Так. Но скажу, что у нас дифференциация жизни населения в республике очень разная. А, ну то есть... Конечно, очень разная. На-на-на. То есть нету такого, да, прямо стабильного среднего звена одного. Ну да. Ну, есть богатые, более богатые, есть малоимущие, да, есть среднее звено. Есть, и тем есть более, которые, к сожалению, которые за чертой бедности. конечно, Это такие, и да. территориальная дифференциация тоже существует. Ну да, это логистика своя, Допустим, конечно. дает о себе знать. труднодоступные, северные, арктические территории, там, конечно, и цены дороже, да, Мгм. поэтому уровень качества жизни везде отличается. И вот этот вот индикатор качества жизни, это очень сложный индикатор. Его невозможно оценить одним показателем. Ну да, ну должно быть же много Да, показателей. он да. состоит из множества разных показателей, да, например. Это показатели нашего здоровья. Ну да. Да, вот, допустим, если взять продолжительность жизни, то у нас в республике оно почти 73 года и одно из самых высоких на Дальнем Востоке. То есть вот этот вот такой... Уже 73? Почти 73, 72,6 сейчас лет, да? Но это, в принципе, вот есть динамика хорошая, положительная, это вот о чем говорит, да? То, что даже вот много детей рождается, у нас естественный прирост в республике, тоже практически вот на Дальнем Востоке у нас только естественный прирост, когда уровень рождаемости превышает уровень смертности. Это тоже хороший показатель Ну да. качества жизни. Ну то есть например. люди хотят иметь детей. Хотят иметь детей. Ну. Потом социальная инфраструктура. У нас же в республике очень много строится. Строится, да. Социальных объектов, Я вот, да, в различных, регионах жилья. бываю, я нигде не вижу башенных кранов, Да. как у нас. Если у тебя вот где ты живешь, есть
хорошие учреждения культуры, спорта, досуга там, и так далее, Медицинские да, учреждения, да, медицинские недорогим учреждения, строятся, да. образовательные учреждения, да, то человек и не будет сильно оттуда уезжать. Мгм. То есть если Ему человек комфортно. уверен, что в этом населенном пункте, например, у него есть будущее, у его детей есть будущее, да, он, конечно, не будет стремиться оттуда уезжать. И будет, допустим, молодые семьи будут рожать, строить дома, там, обживаться и так далее. Да? И даже вот судя по тому, наверное, замечаешь, как автомобилист, да, сколько машин у нас в Якутске Да. появилось. Особенно в этом году я вот, например, замечаю очень много. Ну да. То есть, когда качество жизни повышается, люди покупают более дорогостоящие вещи. Ну да. Больше конечно. выезжают отдыхать Предметы за границу роскоши, да. там, или куда-то по России, да. Ага. То есть не только вот потребляют продукты питания. Например. То есть структура потребления тоже говорит о качестве жизни. Ну да, ну и внутренний туризм растет у нас, Да. потому что к нам хотят приезжать, не только из-за того, чтобы нашу прекрасную природу посмотреть, да. Ну что, давай вооружимся немножко еще предметами, да. зеленью Зелени украсим. подрезать. И это, нам режиссер намекает, что наше уже время потихоньку истекает. Так, чуть-чуть. Вот так, для красоты, да? Да. Ну и для аромата. Все. Давай пробовать. Да, и вот. Ну что, давай попробуем. Приятного аппетита Давай, нам. спасибо. Тань, попробуем, что у нас получилось. Вообще по классике. Тань, Похоже, спасибо да? тебе большое. Да, похоже, да. Как действительно, как будто в Италии. Спасибо. Очень вкусно. Мы можем стоять и бесконечно кушать. Тань, спасибо, что была сегодня нашим гостем. Да, и у нас такая добрая традиция есть. Пожалуйста, вот на эту камеру пожелания для наших телезрителей. Ну, конечно, я хочу всем телезрителям пожелать внутренней гармонии. Это очень важно для человека. Живите всегда в благодарности, любите своих близких, начните с себя. Всегда развивайтесь, не стойте на месте. И наша жизнь тогда будет качественной во всех смыслах. Таня, еще раз спасибо. А я нашим телезрителям скажу, что у нас сегодня в гостях была Татьяна Степанова, кандидат экономических наук и, между прочим, исполнительница одной из ключевых ролей в нашем фильме «Эд». Тань, спасибо. А я Петр Цепандин. На этом, друзья, я с вами прощаюсь. Будьте здоровы и кушайте, как мы всегда, просто вкусно. До свидания. Так, давай доедай.